На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Аслан Бжани поздравил Владимира Путина с государственным праздником России – Днем народного единства. Несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России. Он уходит корнями вглубь веков и олицетворяет героическую историю российского государства. Для Республики Абхазия укрепление и развитие традиционно дружеских связей с Великой Россией является первостепенной задачей. Наш народ благодарен народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира на нашей земле. Всестороннюю помощь и поддержку отмечается, в частности, в поздравлении главы государства. Аслан Бжани пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в деле служения Отечеству, а россиянам мира, благополучия и процветания. Обсуждению вопросов исполнения плановых параметров налоговых поступлений за 10 месяцев текущего года была посвящена встреча премьер-министра Александра Анкваб с министром по налогам и сборам республики Дауром Курмазием. По данным министерства, план налоговых поступлений за 10 месяцев предусматривал сумму в 2 миллиарда 306 миллионов рублей, а фактические поступления составили 2 миллиарда 30 миллионов рублей. Таким образом, установленный бюджет-план выполнен на 88%. Даур Курмазия объяснил недоимки тем, что ведущие налогоплательщики страны испытывают трудности в связи с ограничительными мерами. Закрытие границы и позднее начало курортного сезона повлияли на финансовое положение объектов туристической индустрии и торговли. Вместе с тем, как отметил министр по налогам и сборам, наметилась тенденция к улучшению ситуации с собираемостью налогов. Даур Леонидович, проинформируйте о том, как поработала налоговая служба за прошедшие месяцы. Каковы цифры, где работа налажена хорошо, где есть проблемы, и как мы вместе собираемся их решать. За октябрь месяц текущего года общий объем поступлений составил 403 миллиона рублей, при плановых показателях 359,8 миллионов рублей. Тем самым план перевыполнен на 117%, и есть положительная динамика по сравнению с прошлым годом. С аналогичным периодом прошлого года дополнительно почти 44 миллиона рублей. Отставание, которое было за 9 месяцев 334 миллиона от плановых показателей, сокращено до 275 миллионов. По тому же городу Сухум у нас, допустим, 60 организаций дополнительно дали 274 миллиона рублей. Но это высокие цифры. Да, и тем самым перекрыли отставание по тем, которые не додали 195 миллионов рублей. По Гагарскому району у нас 50 организаций дали 55 миллионов рублей дополнительных налоговых платежей по сравнению с прошлым годом. И по Гудаускому району 21,5 миллионов рублей дополнительных налоговых платежей по уровню прошлого года дали практически 60 организаций. Ну, это хорошие цифры, и об этих организациях надо говорить, что представители, руководители, да, добросовестно относятся к ведению бизнеса, платят налоги своевременно. И я вижу в этом позитив, как и вы. Тут надо не скупиться на похвалу. Я думаю, что правильно сделал глава Сухума Беслан Федорович Эшпа, что пригласил представителей службы в городе и поблагодарил их за работу. Общий план за 10 месяцев составил 2 миллиарда 306 миллионов, общий объем поступлений составил 2 миллиарда 30 миллионов. По районам ситуация следующая. У нас выполнение плана за 10 месяцев по городу Сухум 95%, по Гагре 62%, Гудаутский район 79%, и по всем остальным районам плановые показатели перевыполнены. Если рассматривать октябрь месяц, то у нас, за исключением Гудаутского района, все районы дали положительный результат перевыполнения плана. В Гудаутском районе это объясняется отставанием по двум крупным туристическим предприятиям. Это в первую очередь большое отставание по комплексу Новоафонской пещеры, ну и отставание от уровня прошлого года по Ризинскому парку. Курортный сезон начался всего лишь с 1 августа, и за предыдущие месяцы было большое отставание.
За август-сентябрь показатели этих объектов по отчетным данным следующие. По Рызинскому парку уровень прошлого года составляет 83%, по комплексу Новофонской пещеры 53%. Кстати, то поручение, которое было дано президентом на Гагарском совещании по объектам, не стоявшим на учете, вот какая работа проделана? В ходе проведенной инвентаризации совместно с администрацией района было выявлено 647 объектов не зарегистрированных, не состоящих на налоговом учете. На данном этапе проведена работа в отношении 473 объектов. Не могу не отметить, что, конечно, в ходе инвентаризации времени было немного. Были допущены определенные, конечно, ошибки. Выявились объекты, которые были оформлены на иных лиц и все-таки состояли на учете и платили налоги. Но, тем не менее, из 473 объектов 399 объектов не состояли на налоговом учете и уже привлекаются к уплате налогов. Дальше эта работа будет продолжаться. Ну, как отмечалось и на том совещании, и то, что вы говорите сегодня, эта цифра очень большая. Эту работу надо продолжать. А не считаете ли вы необходимым такую же работу провести по городу Сухум, Да, по столице? Да, это, Наверное, и здесь есть большое число лиц, организаций, которые не стоят на учете и не платят налоги. Министерство уже вплотную проводит подготовительные мероприятия для осуществления аналогичной проверки в городе Сухум. Это как минимум полезное мероприятие, инвентаризация. Хотим совместно, так же как и в Гагарском районе, с администрацией города Сухум провести сплошную инвентаризацию объектов. Это надо сделать вместе с администрацией города. Посоветуйтесь и примите общее решение. И думаю, польза от подобного рода мероприятий будет большая. Значит, при соответствующем подходе ваши подчиненные в районах, я имею в виду в Гагарском районе, в городе Сухум, могут давать весьма серьезные показатели, верно? Да, конечно, при этом надо обратить внимание на то, что у нас, к сожалению, большое количество крупных налогоплательщиков ввиду экономического спада в определенный период дали очень серьезное отставание от плановых показателей, от показателей прошлого года. В частности, вот по Гагарскому району у нас 50 крупнейших налогоплательщиков дали отставание 127 миллионов, по городу Сухум у нас отставание по крупным налогоплательщикам 195 миллионов и по Гудаутскому району 47 миллионов. Несмотря на это, показатели по этим районам фактических поступлений несколько отличаются от этого уровня отставания. Там, где объективные причины, они объективные причины. Тут надо помогать бизнесу. Но и они будут подтягиваться, крупные предприятия, верно? Да. Мы говорили, и опять возвращаясь к совещанию в Гагарском районе, и до этого, и после того, усилия служб надо увеличивать. В городах и районах по штату достаточно много работников, которые находятся в подчинении Министерства по налогам и сборам. Верно? В этом недостатка нет. Есть недостатки в организации положительной работы. Надеюсь, усилия министерства будут увеличиваться, как мы и договаривались. Программа развития Организации Объединенных Наций продолжает регулярные поставки экстренно необходимых материалов для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 и защиты медицинского персонала Абхазии. Так, для лаборатории санитарно-эпидемиологической службы доставлен дизельный генератор мощностью 40 киловольт, который поможет обеспечить бесперебойное питание для ПЦР-тестирования в лаборатории СЭС. В той же партии ПРООН также доставила 2 аппарата искусственной вентиляции легких. В следующей поставке, запланированной на 5 ноября, ПРООН планирует доставить более 6 тысяч респираторных масок, а также 10 инфракрасных термометров.
Прокуратурой Гулрыбского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 288 «Превышение должностных полномочий Уголовного кодекса Абхазии в отношении заместителя начальника СИЗО МВД майора милиции Дмитрия Миквабия, который подозревается в том, что 25 октября, заступив на суточное дежурство и являясь ответственным дежурным в нарушении закона Республики Абхазия, предоставил гражданке Сичинава суточное свидание с содержащимся в СИЗО гражданином Зухба. 26 октября в 9 часов утра в комнате для свидания было обнаружено тело последнее без признаков насильственной смерти. В настоящее время приказом министра внутренних дел Микваби отстранен от занимаемой должности. В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия. Адгур Аутлев и Виталий Кулов обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему гибель задержанного Анзора Тарба. Бывший начальник управления уголовного розыска Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия обвиняются в халатности и ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, повлекших смерть Анзора Тарба и причинение тяжкого вреда здоровью последственному Нугзару Папава. Самого Анзора Тарба подозревали в причастности к похищению Омара Мирцхулава, совершенному в апреле 2019 года. Судебное разбирательство по уголовному делу идет с июля текущего года. Во вторник состоялись прения сторон. Подробности в репортаже Алики Трапш. Судебное заседание по делу об убийстве Анзора Тарба в стенах МВД началось с ходатайства прокурора Даура Амичба о приобщении к делу новых фактов. Прокуратура установила, что у одного из подсудимых Адгура Аутлева бабушка Мирцхулава. И гособвинение считает о наличии родственных связей с похищенным Умаром Мирцхулава, в связи с чем Аутлев должен был отказаться от ведения дела. Однако он этого не сделал. Сторона защиты поинтересовалась, установлена ли родственная связь. Прокурор пояснил, что прямой родственной связи нет, но тем не менее Аутлев должен был сделать самоотвод от дела. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения. Затем состоялись прения сторон. Прокурор Даур Амичба в своем выступлении подробно рассказал обо всех этапах следствия. По версии гособвинения, экс-начальник управления уголовного розыска МВД Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, что повлекло гибель административно задержанного Анзора Тарба. 10 июля прошлого года примерно в 19 часов Джикирба в устной форме поручил своему заместителю Аслану Чедия организовать охрану и доставку Анзора Тарба, отбывающего на основании постановления Тхарчалского районного суда административный арест ВВС УВД по Гулрыбскому району с целью проведения им лично оперативно-розыскного мероприятия опроса Тарба и установления его причастности к уголовному делу по факту похищения Омара Мирцхулава. Спустя примерно час, то есть 8 часов вечера, гражданин Тарба был доставлен в ГУР МВД и помещен в служебный кабинет 303, к охране которого был поставлен старший оперуполномоченный Джелия Рустик Исланович, о чем Джикирба незамедлительно был проинформирован его заместителем Чедия. Однако впоследствии Джикирба пустил домой Джелия. При этом к 9 часам вечера он, не приступив к опросу доставленного лица, Чедия позже также был проинформирован начальником о том, что Джелия ушел домой. Таким образом, Джикирба и Чедия вследствие небрежного отношения к своим должностным обязанностям, не исполнили надлежащим образом возложенные на них обязанности по руководству и контролю обеспечения подчиненных сотрудников, а именно не предприняли меры по обеспечению охраны и безопасности доставленного гражданина Тарба. По версии гособвинения, именно в результате халатного отношения к должностным обязанностям Джикирба и Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений уголовного розыска Адгур Аутлев и старший уполномоченный по раскрытию преступлений Виталий Кулов совместно с неустановленными сотрудниками УУР МВД нанесли побои с особой жестокостью тупым твердым предметом задержанному Анзору Тарба, в результате чего последний скончался. Для бывшего начальника уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба прокуратура запросила 4 года лишения свободы общего режима и штраф в размере 40 тысяч рублей. А для его заместителя Аслана Чедия 3,5 года лишения свободы общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей. Гособвинение расценило преступление Адгура Аутлева и Виталия Кулова как особо тяжкое и запросило по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Признать Аутлева Адгура Борисовича виновным предъявленным ему статьям и назначить ему наказание. По пунктам А, Б, В части 3 статьи 288 в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенную должность в системе органов внутренних дел на 3 года. По части 4 статьи 105 в виде 9 лет лишения свободы. На основании статьи 63
окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения определить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. Признать Кулова Виталия Мурадиновича виновным предъявленным ему статьям обвинения и назначить наказание по пунктам А, Б, В части 3 статьи 288 в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе МВД на 3 года. По части 4 статьи 105 в виде 9 лет лишения свободы. На основании статьи 63 окончательно по совокупности преступлений Кулову окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определенную должность в системе МВД на 3 года. В соответствии со статьей 47, учитывая, что одно из преступлений, совершенное подсудимым Аутлевым Куловым, относится к категории особо тяжких, прошу лишить Аутлева специального звания майора милиции, Кулова лишить специального звания капитана милиции. Адвокат потерпевшей Миланы Тарба, дочери убитого Анзора Тарба, Арифа Адзенба отметила, что сторона потерпевшей считает, что вина Аутлева и Кулова доказана и согласна с размером наказания. Однако относительно квалификации действий Джикерба и Чеди адвокат просит суд переквалифицировать на более тяжкую статью, а также попросила суд вернуть дело в прокуратуру для производства дополнительного расследования. Адвокат сестры убитого Аиды Тарба, Автандил Чкадуа, также считает, что следствие некачественно провело свою работу. Он считает, что в преступлении замешано высшее руководство МВД. Именно под руководством высшего руководства МВД во главе Аршба и его заместителя их поручения выполняли все лица, которые сидят на скамье подсудимых. Доказывать, наверное, это тоже не приходится. Почему? Потому что в то время прокурор столицы Тырьк пояснил здесь вам, и суду, и всем, что Аршба только кивал головой и соглашался на то, что отвечали остальные сотрудники милиции. А что они говорили? Кишмахов сказал, и все подтвердили, что он, оказывается, хотел совершить побег в наручниках и скатился по лестнице и так далее. Почему следователь не принял одно из решений, хотя бы руководителя, министра МВД не допросил? Почему не задал вопросы? Так с лестницы упал или вы укрывали преступление? Почему он не задал вопрос и Кишмахову, и министру? Вы способствовали совершению данного преступления? Почему вы укрыли данное преступление? Это разве полнота следствия? Сестра убитого Аида Тарба попросила суд вынести справедливое решение и наказать всех причастных к гибели ее брата. Я считаю, что здесь все, что нужно было за 5 месяцев, и очень жалко, что наш суд и наш МВД, когда нужно, они берут тех, кого они хотят. Что здесь нету Аршба. Я считаю, в первую очередь, что они виновны. Наш министр Кишмахов и все остальные лица, которые присутствуют здесь. Они должны понести свое наказание. Не только перед нашей семьей, а перед своей родиной. За свою работу. Далее выступила сторона защиты подсудимых. Адвокаты считают, что их подзащитные не причастны к гибели задержанного Тарба. Адвокаты подсудимого Адгура Аутлева, Виктория Джинджоля и Инга Габилая считают, что следствие не представило объективных и косвенных доказательств вины их подзащитного. Доказательства того, что телесные повреждения на теле Тарба были причинены именно моим подзащитным Аутлевым, не было установлено ни органом предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания и не могло быть установлено. Какие действия моего подзащитного привели к последствиям в виде наступления смерти задержанного, если с задержанным Тарба никакого контакта у него не было. И из материалов уголовного дела следует, что подсудимый Аутлев не был допущен вообще к уголовному делу по похищению Мирцхулава. Кто из допрошенных свидетелей подтвердил версию следствия, что Аутлев Адгур Борисович принуждал Анзора Тарба к признанию причастности в совершении похищения Мирцхулава? Кто из допрошенных свидетелей подтверждает, что Аутлев насильственно удерживал Тарба путем применения насилия с использованием специальных средств? Кто в конце концов вообще установил, что были какие-то специальные средства, которые были использованы против Тарба, если их же экспертиза, на которую они ссылаются как на доказательство, опровергает, например, применение электрошокового устройства? Таким образом, очевидно, что ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил их версию, изложенную в обвинительном заключении. Защиту подсудимого Виталия Кулова на суде представляла адвокат Марина Тания. Она также считает, что сторона обвинения не представила суду ни показаний свидетелей, ни потерпевших, нет заключения судебной экспертизы и никаких других вещественных доказательств, в соответствии с которыми можно было сделать однозначный вывод о том, что Кулов применил физическое насилие в отношении к Анзору Тарба. Сторона обвинения, как знамя победы, демонстрирует суду аудиозапись в виде аудиосообщения, представляющей собой
монолог мужской речи следующего содержания. Еще один момент. Вот это, как министр говорит, что он не при делах, без его указания этот допрос сделал. Просто у меня шок. За стенкой сидел лично он и Кишмахов каждую. По 5 минут ему докладывали обо всем, как идет допрос. Я лично в любом месте, в любое время это подвяжу. Вот так увидимся, чтобы он стоял, Кишмахов стоял, я буду стоять, Виталик будет стоять. И пусть он скажет, что его там не было, вон там я его валить буду и так далее. Уважаемый суд, уважаемые участники, уважаемые прокуроры, вы действительно хотите, чтобы суд на основании вот этого превратного общения осудил человека к 11 годам лишения свободы и повесили на него смерть? Какая фраза в этом монологе имеет такое доказательственное значение? То, что за стенкой сидел Кишмахов и Аршпа, и они им все докладывали, этого достаточно, чтобы мой подзащитный Кулов или же Аутлев осудить за превышение должностным полномочий, повлекшее смерть человека по неосторожности, но при этом усидевшие за стенкой, кому, скажем, если это было мой подсудимый или же Аутлев, подзащитный, все докладывал, даже нет оснований для дисциплинарной ответственности. Адвокаты Аида Барциц и Нино Корсая защищают в суде интересы подсудимых Бадри Джикерба и Аслана Чейди. Они также считают, что расследование было проведено с ошибками, и дело необходимо дорасследовать. Подсудимый Джикерба и Чейди при обстоятельствах, при которых были причинены телесные повреждения Нугзару Попава и Анзору Тарба, последнему несовместимому с жизнью, могли нести ответственность по более тяжкой статье. И это только лишь в том случае, если бы следствием было установлено, что избивавшие их лица действовали по указанию, либо с молчаливого согласия руководства, то есть подсудимых Бадри Джикерба и Аслана Чейди. На фоне произошедших в стенах МВД событий, где был убит от избиения доставлено для производства оперативных действий лицо, квалификация действия по халатности несостоятельна. Такую квалификацию защита расценивает как вынужденную меру следствия ввиду неустановления фактических обстоятельств дела лиц, непосредственно совершивших данное преступление. В нашем же случае подсудимые Джикерба и Чейди не были свидетелями избиения ни Попава Нугзара, ни Тарба Анзора. Как же тогда можно их обвинить в непринятии мер, предусмотренных законом? Если у стороны обвинения имеются факты того, что Джикерба и Чейди были свидетелями избиения Попава и Тарба, либо знали об этом, тогда представили бы эти доказательства суду. Такие сведения у стороны обвинения отсутствуют. Соответственно, говорить об уголовно наказуемом деянии в действиях или бездействиях Джикерба и Чейди за то, что они занимали руководящие должности и в период совершения противоправных действий находились в здании МВД, абсурдно. Сами же подсудимые Бадри Джикерба, Аслан Чейди, Адгур Аутлев и Виталий Кулов своей вины не признают. То, что истязание пытками и самое главное, что убийство на мне, это моего там нет. И сегодня, как адвокат говорил, я не так воспитан, чтобы мной командовали и давали команды истязать, пытать и убивать. Ни мой начальник, ни министр, ни замминистра. Это не те случаи. Если бы если бы я был бы виноват в этом, действительно в убийстве, в пытках, вот, то, что я видел, находясь на Российской Федерации, то есть, да, на той стороне, видел в соцсетях эти фотографии, меня бы сегодня здесь не было. Я не стоял бы перед вами. И действительно, если это дело передастся обратно в прокуратуру и будет расследование, тогда пусть каждый получает, и те, которые действительно виновны, пусть стоят здесь. Если есть моя вина, я буду нести за это ответственность. После завершения прений сторон судья Инар Кварчи объявил, что суд удаляется в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 10 ноября. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сухумский городской суд вынес приговор Артуру Капову, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, а также применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти. Согласно материалам дела, 23 сентября 2019 года гражданин Капов Артур Зурабович был задержан сотрудниками УВД Сухума по улице Надзадзе. Во время задержания произошла перестрелка, в результате которой Капов получил сквозное огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован в республиканскую больницу. Предъявленном обвинении Капов свою вину признал частично. Однако в части совершения им насилия против сотрудников милиции своей вины не признал. Суд приговорил Артура Капова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Данное решение может быть обжаловано в течение 15 дней.
Провозглашается приговор. Приговор Сухумского городского суда в составе председательствующего Твамба при помощнике судьи Демириджипа с участием гособвинителя, помощника прокурора города Сухум Хакба, защитника адвоката Агарба Валентины Николаевны, защитника адвоката Агарба Амры Александровны, подсудимого Капова, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Капова Артура Зурабовича, 96 года рождения, гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации, не работающего, не семейного, проживающего по адресу Гулибский район, село Мачара, улица Конституции, дом 7, квартира 52, ранее не судимо в совершении преступления, предусмотрено в части 1 статьи 217, части 2 статьи 320 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Вопрос об экстрадиции его сына исключается, так как он является гражданином Абхазии. Доводом подсудимого Капова свидетелей Экба, Кабба, Карданов о том, что они не знали, что лица, которые ранили Капова, были сотрудниками МВД и РА, суд относится критически и не может принять во внимание, так как они не подтверждаются. Суд считает, что в действиях последнего присутствовал мотив воспрепятствовать своему задержанию. При назначении наказания подсудимого Капова суд учитывает характер и степень общественной опасности им содеянного. Также данные, характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на его исправление. Обстоятельств смягчающих или отягчающих наказаний не установлено. С учетом того, что одно из преступлений, совершенных подсудимым Каповым, относится к категории тяжких, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, так как решение задач, указанных в части 2 статьи 42 Уголовного кодекса, может быть достигнуто только с применением данного вида наказания. На основании изложенной руководстве статьями 304, 307, 309 УПК РА суд приговорил Капова Артура Зурабовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных в части 1 статьи 217, частью 2 320 и в соответствии с частью 3 статьи 63 Уголовного кодекса путем частичного сложения наказания окончательно определить наказание в виде 5 лет и 6 месяцев ВК общего режима. Меру пресечения содержания под стражей оставить без изменений. Срок содержания под стражей в отношении Капова исчисляется 23 сентября 2019 года. Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 15 рабочих дней со дня изготовления его полного текста. Сторона защиты Артура Капова намерена обжаловать решение суда. Приговором мы недовольны. Приговор незаконный, необъективный, несправедливый, основанный на тех доказательствах, которые им удобно обвинению. Само расследование проведено по целевому назначению, я считаю, односторонне, с обвинительным уклоном, потому что другого я, как адвокат, в материалах уголовного дела не увидела. Сотрудниками Министерства внутренних дел в ходе расследования уголовного дела изъяты похищенные денежные средства и личные вещи. Подозреваемый задержан. Кроме того, у жителя Учимчирского района изъято наркотическое вещество в крупном размере. Подробности в оперативной сводке МВД. Похищенные денежные средства и личные вещи изъяты в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере. Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум установили и задержали подозреваемого в совершении кражи Дгебия Максима Александровича, 2002 года рождения. Преступление имело место в ночь на 30 октября текущего года, когда на тот момент неизвестный через окно незаконно проник в жилище заявителя и совершил хищение на сумму порядка 400 тысяч рублей. Расследование проводит Следственный отдел столичного управления внутренних дел. В отношении Максима Дгебия судом города Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Чемчирского района Цвинария Дамия Викторовича, 1989 года рождения. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии, в результате чего задержали вышеназванного гражданина в селе Верхняя Шера Сухумского района. Белый кристаллообразный порошок, как впоследствии установлено экспертами, наркотическое вещество метадон гражданин хранил при себе в 2 фольгированных свертках и выдал сотрудникам милиции в ходе личного досмотра. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствием. В городе Тхуарчал задержан Асландзе Роман Григорьевич, 1983 года рождения, в результате проведения профилактических мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с отделом уголовного розыска районного отдела внутренних дел. Последний был доставлен в служебное помещение, где в ходе личного досмотра у гражданина Асландзе изъято незаконно хранимое наркотическое вещество марихуана. По данному факту в отношении Романа Асландзе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса, ведется следствие. Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса в отношении жителя столицы Жиба Никиты Астамуровича, 2001 года рождения. Последний задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий. В ходе личного досмотра у гражданина Жиба изъят имеющийся при себе пистолет со снаряженной 8 патронами обоймой. Согласно экспертизе, данное огнестрельное оружие является пистолетом турецкого производства «Сталкер». Под стартовый патрон переделаны путем внесения в его конструкцию изменений для производства выстрелов пулевыми снарядами. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса, возбуждено в отношении жителя Чемчирского района Барганджи Анбика Мирабовича, 1988 года рождения. Гражданин Барганджи был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с отделом ГАИ Чемчирского РОВД при проведении рейдовых мероприятий в селе Баслаху Чемчирского района и доставлен в отдел внутренних дел. В ходе личного досмотра у гражданина Барганджи изъят хранимый при себе бумажный сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом, а также пластиковая емкость с аналогичным веществом. В экспертно-криминалистическом центре МВД установлена принадлежность исследуемого вещества к наркотическому средству каннабис, то есть марихуана. Расследование по факту незаконного хранения наркотического вещества проводит группа дознания отдела внутренних дел по Чемчирскому району. На 86-м году ушел из жизни кандидат технических наук, доцент Константин Ангваб. Многогранная научно-исследовательская и педагогическая деятельность Константина Ангваб прошли в стенах Московского металлургического института. Он является автором ряда изобретений и открытий, многие из которых внедрены в производство. Им опубликовано более 30 научных статей. Во время Отечественной войны народа Абхазии Константином Ангваб были введены в эксплуатацию выгранки для изготовления кожуха снарядов. За многолетний труд Константин Матвеевич награжден государственными наградами. Министерство просвещения и языковой политики завершило 3-дневную научно-практическую онлайн-конференцию «АПИПШ», которая была посвящена проблемам современной педагогики. Мероприятие проводилось на платформе Zoom с привлечением спикеров в лице ведущих специалистов в области образования России и Абхазии, а также с участием руководителей учебных заведений и педагогов. Репортаж Сарии Кварацхелия. Доклады спикеров, участвовавших в научно-практической онлайн-конференции, охватывали сферы дошкольного, общего и высшего образования. Эта площадка стала местом для обмена знаниями, опытом и новым видением функционирования системы образования в непростое время. Сама конференция была, конечно, очень важна для каждого педагога нашей страны, который работает в разных сферах образования, и садик, и школа, и вуз. И можно сказать, что конференция легла в такую плановую плоскость, и для каждого из нас прежде всего дала возможность прикоснуться к педагогике как к науке без границ. И мне лично, как учителю средней школы, это дало очень много, потому что какие-то моменты, которые возникают напрямую в работе, их можно применять, используя тот метод и те практические навыки, которые дала эта конференция. И для всех учителей нашей республики, для методистов, для преподавателей вузов, это прежде всего возможность работать в мире, где
никакая пандемия и никакие особенности не скажутся отрицательно на работе педагога, потому что за педагогом прежде всего личность ученика и человека будущего. В настоящий момент промышленно развитые страны переживают трансформацию, связанную с основанием нового пакета технологий. В первую очередь информационно-коммуникационных, которые меняют природу отношений внутри общества, в том числе внутри сферы образования. Новая реальность постоянно требует учиться и меняться внутри профессии. Так как меняется вот эта наша среда вокруг нас, то, конечно, эти изменения не могут коснуться профессиональной среды. Профессиональная среда, безусловно, подвержена, так как мы являемся все, да, мы находимся в социальном пространстве, меняется личность, меняется среда, меняется отношение личности к среде, меняется отношение к профессии. Поэтому то, что сейчас требует ВУК МИР от профессии, в том числе и педагога, учиться, меняться и меняться внутри профессии, менять свои подходы к знаниям, к тем предметам, которые мы обучаем. Понятно, что есть классический подход, и его ничто не заменит. Я вообще сама сторонник классического образования. Я понимаю, что классическое образование – это все-таки та база, которая дает возможность потом реализоваться в любом направлении. Участником научно-практической онлайн-конференции АПЕПШ был и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Его доклад был посвящен современным тенденциям в образовании. Несмотря на то, что площадка была двуязычной, министр представил слушателям доклад на родном языке, после чего участники мероприятия могли задать министру вопросы. Один из них касался состояния образования в стране в период пандемии. Я оцениваю невысоко, потому что мы не готовы к карантинным мерам, да, наш образовательный процесс останавливается, и поэтому оцениваю, конечно, негативно. Да, но чтобы мы к этому были готовы, к любому, да, стечению обстоятельств, это карантин, это что-то другое. Да, мы должны быть готовы к переходу на другой формат. Поэтому мы и стараемся проводить такие вот мероприятия сегодня, например, да, чтобы мы привыкли к этому формату и могли его использовать тоже. Вот. Конечно, наша цель ремонтировать школу, чтобы дети ходили на уроки. Это самое лучшее, когда ты видишь ученика перед собой. На сегодняшний день, да, во время карантина мы показали себя, конечно, с не самой лучшей стороны, в отличие от других стран. Многие вопросы касались и онлайн-обучения. Как известно, активное внедрение в систему образования современных технических средств коренным образом изменило подход к образовательному процессу многих стран мира. Новая форма обучения получила особенно широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции. Научно-практическая онлайн-конференция АПЕПШ была проведена для более чем 400 слушателей. Были представлены доклады на разные темы, такие как мировые инновации в образовании, семейная психогигиена, как вырастить счастливого и здорового ребенка, формирование здоровых пищевых привычек у детей младшего возраста, педагогическая диагностика навыков воспитателя детского сада и другие. На конференции у нас принимали участие одни из лучших спикеров Российской Федерации. Это те люди, которые работают сегодня в системе образования. Были представлены также различные вузы. Это Московский государственный педагогический университет, был Институт детства имени Герцена. Также был представлен у нас Институт управления РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Была Московская высшая школа социальных и экономических наук. Спикеры у нас выступали по 30 минут, причем была возможность обратной связи, и слушатели задавали вопросы. Вопросов было немало, причем спикеры даже не могли ответить на все, но лично каждому слушателю они ответили уже в чате. На сегодняшний момент в связи с эпидемией коронавируса, конечно, эти конференции важны, потому что время диктует свое. То есть нужно идти в ногу со временем. И эти первые шаги, которые мы делаем как Министерство просвещения, они, наверное, заставляют учиться всех нас. В рамках онлайн-конференции впервые в День абхазского языка был проведен и онлайн-диктант, по итогам которого было выявлено 5 победителей. Все они – работники просветительской сферы. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Управлением образования столичной администрации разработана методика образовательного процесса в период ограничительных мер, которая предполагает как дистанционное обучение, так и занятия в классе с минимальным по времени нахождением учащихся в школе. Данную методику обсудили глава администрации города Сухум-Беслан-Ишба и начальник управления образования Астан Татаркил. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Мэр Сухума Беслан Ишба поблагодарил Управление образования и всех учителей сухумских школ за проведенную в период карантина работу по разработке методологии обучения школьников в карантинный период. Спасибо большое за проделанный труд. Всем спасибо, кто участвовали в этом, преподавателей, с теми, с кем вы контактировали, и что вам удалось сделать вот такую, во всяком случае, на первый взгляд, очень понятную систему, когда количество посещений детей в школах мы уменьшаем, и в тот же момент выработанная методология позволяет, значит, давать домашние задания на удаленке, отрабатывать, а объяснять новый материал в самой школе, особенно что касается точных наук. Мы можем использовать еще наше абхазское телевидение, попросить там и другие телеканалы, тот же канал Абаза ТВ, где можем давать тоже материалы для того, чтобы в удобное для детей время, значит, транслировать уроки тех или иных, значит, направлений. Поэтому это тоже можно было бы предусмотреть там, где мы можем не успеть или не закрыть какую-то тему, которая может выпасть вдруг. Этим самым можем воспользоваться. Я думаю, все пойдут навстречу. Самое главное – насытить информацией, насытить образованием наших детей. Астан Татаркил отметила, что учителя и работники дошкольных учреждений продолжают получать заработную плату. Они работают над тем, как продолжить учебный процесс после карантина или в случае его продления. Методистами Управления образования администрации города Сухум была разработана методика образовательного процесса в период ограничительных мер, которую представили в Министерство образования и в администрацию столицы. Если действительно мы примем такое решение, пойдем по такому пути, то это получается, что общеобразовательный процесс пятидневный растягиваем на 6 дней. Начальный блок начального звена – это получается, значит, понедельник, вторник, среда для старшего звена. И так как суббота, субботний день, мы все-таки решили, чтобы перевести детей начального звена с тем, что один день нерабочий, родители тоже будут дома и могут уделить внимание своим детям. Исходя из этого, значит, эти уроки будут называться гибридными. По тематическому плану и по календарному, если мы, значит, делаем охват, то учебный год в год имеет, получается, месяц 706 уроков. Мы сократили уроки, то есть 3 на 3. На сегодняшний день во всех школах материально-техническая база не позволяет на уровне проводить онлайн-уроки, но мы уже их проводим. Правда, мы выбрали разные пути. Есть категория педагогов, которые уже занимаются по Zoom. На сегодняшний день в 11 классах сухумских школ на медали претендуют 21 учащихся. Они занимаются онлайн по Zoom. Есть школьники, которые также принимают участие в онлайн-уроках. В целом, около 40% учащихся занимаются в данное время дистанционно. Как отметила Астан Татаркил, гуманитарные науки возможно перевести на так называемые гибридные онлайн-уроки, но точные науки должны объясняться в классе. Учителя стали потихонечку втягиваться в то, что мы вот как бы категорично воспринимали. Теперь мы поняли, что нельзя отрывать педагога и учащихся, ученика от школы. Есть предметы, которые невозможно ни по Zoom без педагога принимать. Это как предмет математика, физика, химия и так далее. То есть гуманитарные предметы можно это перевести на гибридные онлайн-уроки. А объяснение нового материала это должно быть в школе. Исходя из этого мы проработали вот такую работу. То есть получается, что мы часть уроков проводим в школе, а часть это чтобы ребенок уже самостоятельно по онлайну занимался с педагогом в домашних условиях. Мэр отметил, что проведена большая работа с учетом мирового опыта. С учетом того опыта, который есть в мире, и с учетом того, что вы проводили онлайн-конференции, встречи, значит, вот, и попытаться выработать новую, вам было дано задание, попытаться выработать новую методологию. Вам это удалось сделать. Я думаю, что наше руководство, правительство, значит, рассмотрит это в ближайшее время, так как у нас ограничительные меры завершаются
в конце ноября, поэтому у нас будет возможность попытаться, значит, адаптировать эту систему до конца года. Мэр поблагодарил за проделанную работу и отметил, что выработанная методика дает возможность уменьшить время нахождения учеников в школе, при этом минимально пострадает продуктивность образовательного процесса. Он отметил, что надо приложить все усилия для адаптации этой системы до конца года. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. В Ачамчирском районе, а именно в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции, открылся питомник самшита. Это стало возможным благодаря совместной инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Европейского Союза в рамках программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Абхазии. На церемонии открытия собрались экологи и представители общественности. Репортаж Шазины Ханагуа. Самшитовая огневка, попавшая на территорию Абхазии в 2012 году, уничтожила большую часть самшитовых насаждений в нашей республике, что нанесло большой урон экологии страны. В целях сохранения этого вида декоративного растения Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция выращивает самшит, который в дальнейшем можно будет пересаживать. На сегодня тенники, которые созданы, это сделано специально, рассчитаны для выращивания самшита, которые, к несчастью, процент осталось где-то 4% в Абхазии, которая она дошла до критического положения. Оно само не может восстановиться, если мы не поможем его в естественную среду выращенные пересадить. Европейский Союз, а также продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начали оказывать поддержку в выращивании саженцев самшита с 2019 года с целью сохранить и восстановить эндемичный вид. Начиная с 2017 года реализуется проект, который называется «Создание благоприятных условий для здоровья лесов, растений и животных» в рамках программы Европейского добрососедства. И в рамках этой программы мы реализуем различные мероприятия. Это мониторинг, просветительское мероприятие, а также техническая помощь для того, чтобы оказать защиту для таких деревьев, как каштан, самшит и также пальмовые деревья от различных инвазивных вредителей. На сегодняшний день высажено 2000 саженцев самшита колхидского. Партнером ФАО выступила местная общественная организация Апсабара, которая занималась сбором семян и мониторингом наличия самшитовой огневки. Когда к нам обратилась уже ФАО с предложением реализовать настоящий проект, о котором мы говорим, мы восприняли это с оптимизмом, тем более, что обнюлась эта организация, которая вообще представляет для нас очень большой интерес в смысле потенциала научного, интеллектуального, опыта своего восстановления лесов, в развитии питомников и так далее, и так далее. Семена мы начали собирать с самого начала, до начала настоящего проекта. Просто в этом году очень большой урожай семян. Мы просто так или иначе занимаясь мониторингом самшита, просто обратили на это внимание и решили запастись. По словам директора Института экологии Романа Дбар, данный проект необходим в целях сохранения самшита. Питомник, который мы сегодня с вами увидим, он является своего рода первой ласточкой. Это первый шаг в очень серьезной долгосрочной работе по восстановлению самшита. Но при этом возникает сегодня еще одна проблема, которую сегодня ее же и нужно озвучить, потому что любой проект должен обладать устойчивостью. Устойчивость любого проекта – это возможность его продолжения. После официальной части открытия питомника ее участники с удовольствием посеяли семена самшита. Возраст этих саженцев от 6 до 10 лет. Сзади у меня, видите, здесь около 1000 посадочного материала. Следующей осенью уже можно будет высаживать на то место, где оно должно расти. Начиная с 2018 года при финансовой поддержке Европейского Союза ФАО ООН оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по усилению борьбы с основными вредителями – мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой. Шазина Ханагуа, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, в четверг на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 14-19, температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.